Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В сфере культуры региона 4 года назад более 40% сотрудников учреждений культуры не имели специального профессионального образования. На 25% были со средним профессиональным образованием. Что изменилось в кадровой политике сферы культуры, как привлечь в эту отрасль молодежь? Об этом и не только мы побеседуем сегодня с министром культуры и духовного развития республики Юрием Куприяновым. Юрий Степанович, здравствуйте. Добрый день. На днях в школах отзвенели последние звонки. Начинается сезон поступлений в высшие и средние специальные учебные заведения. Какая обеспеченность кадрами в сфере культуры отмечается на сегодня? Хватает или все-таки не хватает? В сфере культуры произошли значительные изменения. Во-первых, у нас изменилась система оплаты труда. Востребованность кадрами, она сейчас стала абсолютной. Я могу сказать о том, что в сфере культуры на сегодняшний день в Республике Саха-Якутия вакансий как таковых, вот масштабных, там, скажем, 40%, кого-то не хватало, у нас нет. У нас вакансии заполнены полностью. Другой вопрос остается обеспеченность кадрами специалитетом, которые имеющие специализированное культурное образование. У нас в этом году, вот, если не ошибаюсь, 243, да, вот, новые контрольные цифры приема в этом году придут к нам учиться. 4 наших средних профессиональных образовательных учреждения и одно высшая школа, это высшая школа музыки. 19 их мест. Плюс Арктический государственный институт, который находится на территории нашей республики. Мы активно работаем над тем, чтобы в сфере культуры работали люди с специальным образованием нашего характера. Это у нас есть республиканский проектный центр, который более 300 человек ежегодно повышает квалификацию именно из тех коллег, которые уже работают в нашей сфере. Обеспеченность специальными кадрами в городе Якутске, в городах в целом нашей республики, в наших театральных учреждениях, учреждениях культуры очень высокая, почти 90%. Обеспеченность в сельских досуговых учреждениях, скажем, ну, по-простому скажем, в домах культуры или в клубах, вот, естественно, вот то, что вы показывали, до 40%, сейчас немножко ниже, есть необходимость повышать квалификацию, менять квалификацию для того, чтобы услуги, которые оказывают культурно-досуговые учреждения, были на уровень выше. Это требует сегодня время, это требует сегодня национальный проект, который провозглашен президентом нашей страны. В этом году мы переживаем первый год нацпроекта. Что мы должны сделать по нацпроекту? Мы должны обеспечить не менее 7 миллионов посещений жителями нашей республики наших культурных учреждений. Это библиотеки, это музеи, это наши дома культуры. Наши все учреждения, это вся наша большая команда, которая работает над повышением уровня, наверное, культурного приобщения к ценностям, которые переходят с поколения в поколение жителей нашей республики, а Министерство культуры Российской Федерации это в целом по стране. По подготовке кадров, кроме того, что в этом году мы наберем новых 243 человека, хотел бы сказать, что буквально сам лично месяц назад встречался с выпускниками колледжа культуры и искусства. Это 54 выпускника, которые именно поедут в сельские районы нашей республики работать. Это новая кровь, это свежее дыхание, которое принесут молодые ребята, которые в коллективном большом труде. Они постоянно участники всех наших республиканских открытий, закрытий, всех мероприятий, которые проходятся. Отрепетированные, подготовленные специалисты разъедутся по всей республике, и наша общая задача культуры, наших учреждений — сохранить эту связь, чтобы они поодиночке не пропали, чтобы в целом мы продолжали работать командой. 40 с лишним студентов, 49, которые закончили музыкальный колледж. Это будущие преподаватели детских школ искусств. Правда, большинство ребят, которые учатся в музыкальном колледже, хотят продолжить повышение своего образовательного уровня. Да, в сфере музыки действительно это серьезное направление, которое человек выбирает в своей жизни. Учатся, как мне профессионалы говорят, не менее 16 лет для того, чтобы постичь азы вот той профессии, которую выбрали вы. 15 юных дарований мы проведем в нашу высшую школу музыки. Это первоклассники, которые выбрали для себя, ну или выберут с помощью наших экспертов, преподавателей, это профессию, сложную профессию. Но в целом я бы хотел в сфере подготовки кадров еще остановиться на том событии историческом, которое происходит в этом году впервые, спустя 21 год. Это набор в Высшее Щепкинское училище. В этом году год театра в Российской Федерации, и усилиями нашего союза театральных деятелей, Саха-театра, всех коллективов, нашего министерства образования нашей республики, участием главы нашей республики, обращением в этом году щепкинцы и Министерство образования, Министерство культуры Российской Федерации поддержали наше направление, наши, в смысле, инициативы, и 14 федеральных целевых мест буквально позавчера выделено нашей республике.
Это спустя 21 год будет 6-й набор Щепкинского училища, который наберет для наших театров: Саха-театра, театра юного зрителя, театра Ланхо, Нюрбинского театра, новых актеров, новой группы. Ребята через 4 года приедут к нам. Это тоже новая сила мастеров, которые пройдут высшую подготовку, высшей нашей системе театров Российской Федерации. Я думаю, что год театра, это надо всегда отмечать. И буквально в эти дни мы начинаем широкую такую рекламную кампанию для того, чтобы каждый, кто хотел бы быть артистом наших театров, имел возможность участвовать в этом конкурсном отборе, прошел этот конкурсный отбор и стал бы артистом наших театров. До 4 июня у нас идет прием документов. В начале июля, в конце июня приедет на экзамен коллектив щепкинцев, который проведет здесь окончательный творческий набор. Ребята сдадут к этому времени единый государственный экзамен по русскому языку, русской литературе, но мы будем готовы. Ну вот вы упомянули 14 человек, которые будут обучаться по целевому направлению. Это все студенты или программа целевой подготовки будет как-то еще расширена и увеличена? И с какими вузами России, с театральными, культурными, кинематографическими, может быть, у нас с республикой сложились наиболее прочные связи? У нас есть постоянные действующие связи со многими ведущими нашими вузами Российской Федерации, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Мы туда направляем по целевому набору порядка 38 человек в этом году. Но в этот год я сказал, что из-за 14, которые Щепкин нам дали, и 5 в этом году мы мест еще при встрече с ректором Литературного института имени Горького, пользуясь юбилеем Николая Алексеевича Лугинова, нашими событиями, встреч писателей в этом институте, добились 5 таких тоже специальных целевых федеральных мест. Без этого, если так вычесть, получается где-то порядка 20 мест ежегодно мы направляем. 1-2 человека. Очень высокий конкурс. Для того, чтобы поступить туда, действительно надо пройти и среднее профессиональное образовательное учреждение, для того, чтобы иметь какие-то азы музыки, азы того искусства, направление, которое ты выбрал, для того, чтобы поступить в эти консерватории или в ГИТИС тот же, который идет по кино. Но у нас нет направления кинорежиссеров, но тем не менее 1-2 места мы всегда целевой берем и проводим здесь творческий конкурс. Ребята готовятся и поступают. Литературный институт и Щепкинское – это направление этого года. 14 и 5 основных таких мест целевых, которые в этом году правительство Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации выделило именно для нашей республики. А в основном ГИК, ГИТИС и остальные учреждения Санкт-Петербурга имени Штиглица, консерватории, которые находятся в Новосибирске, естественно, 1-2 выпускника наших учебных заведений, тех ребят, которые туда выбрали как свою стезю профессии. Наше Министерство культуры всегда образовывает комитет экспертов, которые проводят творческие конкурсы для того, чтобы дальше ребята туда уезжали и сдавали на месте вступительные экзамены. Ну а если посмотреть на ситуацию в целом, какие специальности сейчас в общем наиболее востребованы на образовательном рынке и на какие из них наблюдается самый большой конкурс? На слуху кино, правильно? Многие хотят быть кинорежиссерами, кто-то хочет быть режиссером театрального учреждения. Это 2, наверное, специальности, которые особо хотелось бы отметить. Но в целом культурное направление или направление культуры является немножко таким консервативным. Для того, чтобы стать, скажем, студентом этого заведения, действительно надо пройти уже какой-то элемент фундаментальной подготовки. Поэтому в сфере культуры всегда говорят о 3-ступенчатом образовательном уровне. У нас в республике 82 детские школы искусств. Это музыкальные школы, это школы искусства. Действительно, наличие их определяет будущее человека, выбор человека в сферу культуры, в сферу искусства. Следующий этап – это 4 средних профессиональных образовательных учреждения, в которых отбирают в основном воспитанники этой детской школы искусств. И дальше у нас 2 высшее учебное заведение, пользуясь случаем Артистский государственный институт и Высшая школа музыки. И плюс федеральные вузы, в которых мы имеем контрольные целевые места. Если сохранять и выдерживать эту 3-ступенчатую модель подготовки, только тогда действительно в итоге получается специалист высокого класса. Человек, который правильно выбрал путь, человек, который прошел фундаментальную подготовку в детской школе искусства, действительно это основа. И средняя профессиональная подготовка в нашей республике достаточно имеет высокий уровень профессиональной подготовки для того, чтобы иметь возможность продолжить работу, учебу в высших учебных заведениях. Приближается сезон национальных праздников. Как министерство готовится к Сеху Аланхо? И будут ли построены какие-то новые объекты или что-то новое, интересное будет в этом году представлено?
Хотел бы сказать, как почти что приглашение на ИСЭХ, да, что из года в год наш ИСЭХ Олонхо набирает полный оборот. Один ИСЭХ сменяет другой, и всегда тот, который следующий, всегда лучший. Потому что мы ожидаем лучшего, потому что мы знаем, что сделали в прошлом году. В прошлом году в Алдане был очень хороший ИСЭХ на высоком организационном уровне. ИСЭХ, который вызвал огромный интерес всех жителей нашей республики. Несмотря на то, что Алданский район – это русскоязычный район является. Тем не менее, праздник состоялся, праздник поднял даже искренне на высокий, скажем, другой дух жителей самого Алдана, которые сами все были участниками этого праздника. Я думаю, что это было очень правильное решение. А в этом году Намцы находится, во-первых, недалеко от города Якутска. Ожидается приезд более 30 тысяч гостей. Много официальных мероприятий, которые пройдут на территории нашей республики, попадают именно в эти сроки. Мы ожидаем приезд заместителя министра культуры Ольги Сергеевны Яриловой. В эти дни мы проводим смотр этнокультурных центров Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации. Эти коллективы примут в культурной части праздника нашего. Плюс в эти дни Министерство финансов, Министерство экономики нашей республики запланировали проведение в Якутске высоких всероссийских мероприятий с участием министра экономического развития господина Орешкина, с участием заместителя председателя правительства Константина Чуйченко. Минфин проводит всероссийский тоже семинар, так что думаю, что вечером 21-го на закрытие коллеги найдут определенное время для того, чтобы быть гостями нашего праздника. Для Министерства культуры это самое основное исполнение, это торжество праздника. Как откроем праздник и как закроем праздник. Основной костяк, естественно, займут представители нашего Олонхо. Это большой конкурс, на который Намский УЛУС уже выставил суперприз автомобиль победителю, который будет исполнять, как скажем, в возрасте, которым, ну не юным, а в смысле вот старшего возраста будет выставлен такой суперприз. Буквально вчера интернет-пространство, это новость, которая проходила на стадионе Намцах, уже она пробежала везде. Люди готовятся, высокий уровень участия, массовости. В целом это есть как бы вот итог того, что когда признали наш Олонхо шедевром ЮНЕСКО, мы делаем все возможное для того, чтобы все население нашей республики, вся Россия были вовлечены в сохранение этого эпического произведения, вот этих наших традиций нашего народа. Я общался с молодыми ребятами, которые, вот Юрий Борисов, он говорит, у нас сегодня уже, несмотря на то, что в советское время было утеряно, да, когда объявляли год вообще Олонхо шедевром, у нас оставалось 4 или 5 живых носителей Олонхо. А сегодня, он говорит, 82 новых исполнителя юношеского возраста. Юрий Степанович, большое спасибо вам за беседу. Я желаю вам успехов и до встречи. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.